Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и наш долгожданный ролик о пристроенных за это лето. Сегодня мы покажем столько счастливчиков, сколько получится разместить в одном ролике. Усаживайтесь поудобнее и наслаждайтесь. Многие из вас помнят весну 22 года. Многие сопереживали тогда рыжему мальчишке Рихарду. И я не смогла пройти мимо этого годовалого ребенка. Он и тогда отличался своим умом, знал, где надо переждать опасности и непогоду, знал по часам, когда приедет в лесополосу его кормилица Женя, волонтер, встречал и провожал ее машину и долго бежал вслед. У него никого больше не было, кроме нее. Ты где? Ты где, мой маленький, бежишь? Привет! Ты ждал меня, ты ждал, мой хороший. Давай лапочку, давай. Давай, ждал меня, мой родненький. Давай. Ой, тут скажи, никого нет, машины и дороги. Да хороший, скажи, заберите меня скорее. Вот такой скажи, я вот. Вот тогда я и решила вмешаться в печальную судьбу этого паренька. Забрали его оттуда и привезли в Москву. Но и пристройство не было быстрым. Понадобилось целых 2 года. Я напросилась с пристройством к замечательной неравнодушной девушке Татьяне, которая и занималась конкретно его пиаром, его пристройством. И у нее тоже ушло на это 4 месяца. Но наконец-то все получилось. Теперь у Рихарда есть своя семья, есть родственники на 2 дома, где он везде свой, желанный и любимый. Многому научился за такой свой путь. Этот мальчишка, повстречав на пути людей неравнодушных. О нем рассказывают теперь только хорошее. Он очень верный и преданный, любит людей и игрушки. Его очень любят, заботятся. Будь счастлив, Рихард. А я благодарю всех, кто принимал участие в его судьбе. Благодарю группу поддержки, которая у него была замечательная. Благодарю Женю, его спасительницу, и Татьяну, которая нашла ему замечательную семью. Спасибо вам, друзья. Крышечка новая опять. Да, моя сладкая? Да? Ты здесь гуляешь, умнички, да? Тебе здесь так хорошо. У тебя свой этот? Мяско, сказать, покусать. Теперь пятачок грызем. Мне очень вкусно, ну очень вкусно. Зубки надо чистить, да. Разминать, да. Ну, мой хороший. Ты такой хороший мальчик. Ты такой сладкий. Ты такой сладкий. На лежаночке нельзя было поесть, как все нормальные собаки, да? Это на диван запрыгнуть. Гардин. В декабре -50 прослышала я, что в одном вольере ППЖ сидят несколько истощенных скелетов, что еле стоят на ногах, что без 5 минут трупы, и даже крыши у будок нет, где они пытаются спрятать свой бренный скелет. Но не достроили. Декабрь, однако.
И тогда я попросила вытащить все эти дрожащие скелеты. Я не видела в тот момент их в глаза. Увидела, когда их оформляли и грузили. Ну, доброе. Да, вот этот хорошенький тоже, хорошенький, но он какой тоже худенький. Худенький такой кошмар. Среди этих троих был и белый Гардиан, такой закоченевший, скукоженный, беззащитный, беззлобный, не умеющий ни рыкнуть, ни за себя постоять, даже равнодушный к еде, как будто отказывался бороться. Все, я не могу, а выживи как бы. Ой, люди, она на еду не реагирует, на мясо не реагирует. Так, друзья, совсем прилетел замерзший очень сильно, очень. Даже не реагирует на консерву, на мясо не реагирует. Да, очень тощий, очень. Я на улице показывала, насколько он тощий, там только скелет. Консервы есть на улице не стал, с трудом как-то смогли неполную банку ему предложить. Он вроде бы схомячил, но как-то был очень безразличен. Да еще проблемы со здоровьем. Диарея лишала последних его сил. Пришлось срочно везти его в стационар, где он пролежал 3 недели до выздоровления. Это небольшая хроника его спасения из Якутска в Москву. А самое главное, все ужасы у него уже позади. Гардиан в семье. Он спокойный, мудрый, любит детей, людей. Им очень довольны. И семья передает приветы и благодарит за спасение этого чудесного ребенка, спасение которого, можно сказать, произошло случайно. Будь счастлив, милый, умный Гардиан. О дружке, друзья, у нас был большой ролик ранее. Я рассказывала историю любви 2 собак, Дружка и Козюли. Какие замечательные были собаки, как они умели дружить, были всегда вместе, как 2 лебедя. Но все оборвалось по воле человека. Сначала отравили Дружка, и пока он был в клинике на Капельнице, его верная подруга Козюля ждала. Дружок околемался, пришел в себя, и снова потекли их совместные, но уже недолгие деньки счастья. А через месяц снова все повторилось. Снова в Дружка попали дротиком. И снова девушка, что заботилась о нем, успела довести до клиники. Он лежал на Капельнице, и снова ему повезло. Ожил. А вот подруге Козюле не повезло. Она умерла от дротика. Вот в тот период ко мне и обратились за спасением оставшегося в живых Дружка. Тогда я вывезла его в Москву. И 1,5 года поиска семьи увенчались успехом. Дружка позвала к себе жить семья собачников, которые прониклись его историей и захотели подарить частичку своей души. И вот Дружок теперь у нас тоже имеет свою семью, свой дом, живет в Европе. Будь счастлив, благородный, большой песик, Дружок. Ты это заслужил. Das Schöne ist, die 2 Mähen schön abmassieren. Scheiße. Jetzt hast du fast alles schon aufgefressen, hm? Ja, du hast eben gegessen. Aber leckerli sind immer gut. Ja, ja. Теперь о Мике. Маламуточку Мику забирала из ППЖ в апреле этого года. Пленила она меня своей улыбкой. Ой, ну привет, улыбашка. Привет, Мирончик, привет. Надо же так улыбаться. Редкие собаки так умеют. Нельзя с такой улыбкой сидеть в ППЖ, решила я. Да и на передержке таким не место. Она должна дарить людям радость. А еще она умеет разговаривать по-своему, умиленно и эмоционально. И в пиаре я придавала значение и просила обратить внимание на ее особенности. В общем, не засиделась она и у нас в Москве.
И Мики уехала в семью, где она снова окунулась в мир детства, где с ней играют, где не надо охранять на цепи дом. Все счастливы, и люди, и животные. Живи долго, будь умницей и будь здорова, наша Микочка, на радость людям. Вот такая вот куча мала. Как вот они бесятся здесь. Малышня. Поставьте Микочку в покое. Господи, бедная девочка. Ой. Немного напомню о спасении зашуганной рыжей девчушки в страшном декабре 23 года в -50. Это видео не могло оставить меня безучастной. Вольер, где сильные не давали подойти слабым к еде, к той редкой еде, которую высыпали на ледяную землю, там же, где они и испражнялись. Да еще и не каждый день перепадала эта так называемая еда. И вот в таких условиях слабые не могли подойти к этой крупе. Сильные скалились, отгоняли, кусали. Слабые эти скелеты убегали в будки дрожа. Как же тяжело было в этом вольере, особенно нескольким. Я тогда забирала оттуда сразу 5. И вот сегодня рассказ о рыженькой Лизочке. Не просто ей было с нарушенной психикой привыкать к новой жизни, не бояться сородичей и заново понимать, что такое человек, добро или зло. Конечно же, социализация таких собак трудозатратна и по деньгам тоже. Проживая здесь, в Москве, 4 месяца на передержке, где много собак, особого результата в социализации не принесло. Ходить на поводке было смерти подобно. И я понимала, если не переведу на индивидуальную передержку с обучением элементарных вещей, то она зависнет у меня на года. К ней приходила знакомиться женщина, которая хотела ее взять, но, увы, не рискнула, побоялась трудностей, что не справится, ведь выносить ее из подъезда пришлось бы на руках. Поводка она боялась и ногами не ходила. И вот результат. Индивидуальная передержка. Спасибо ей. Оно того стоило. Собаку не узнать. Собака уже в семье, уже бежит на поводке, пристроена. Страхи ушли, и люди очень ею довольны. Хвалят и называют самой лучшей собакой. Und nicht nach unten. Je nachdem, gerade fuhren Müllwagen an uns vorbei. Da ist sie kurz nach unten gegangen, aber das ging auch schnell wieder vorbei. Sie zieht auch nicht. Sie lernt jetzt erstmal alles hier kennen. Wir gehen auch erstmal gleiche Routen. Und dann wird das schon. Das hat sich auch sehr schnell gelöst. А вот спасение Плюши проходило в Москве в январе этого года. Не знаю почему, но захотела я помочь ей. Она нуждалась в операции. Перелом ноги со смещением, сбила машина. Люди, которые ее нашли, ничем не могли ей помочь, кроме как помочь операцию. Поэтому кураторство и дальнейшую заботу о ней мне пришлось взять на себя. Потом было восстановление на индивидуальной передержке. А через 2 месяца снова операция по удалению пластины из этой ноги и стерилизация. Об этой истории я вам, друзья, не рассказывала. Не доходили руки. Это была большая работа за кадром. Но девочке Плюши я также искала семью. Также хотела, чтобы она была счастлива.
И вот в результате совместных усилий нескольких людей после кропотливого ежедневного труда, индивидуальной передержки и 2 пиарщиков эта замечательная девочка с умнейшими мозгами овчарки уехала в семью, где уже есть собака, поэтому нашей девочке не скучно. С ней много гуляют, ею очень довольны, отмечают ее беспроблемный характер, ее умение слушать и выполнять команды. Обучение на передержке не прошло даром, плюс ее хорошие гены. Будь счастлива и здорова, моя выпускница Плюша. А я благодарю всех, кто помогал Плюше оплачивать операции и ее содержание с кормом. Благодарю передержку за хороший уход и обучение. Я благодарю замечательную девушку, что помогала с ее пристройством, которая так прониклась к этой собачуле, что с трудом расставалась уже с ней, тщательно подбирая и тестируя для нее семью. Это такая же большая работа невидимого фронта. Спасибо вам за это, людям с добрым сердцем. И, конечно же, спасибо семьям, которые заботятся о наших трепетных детях, в которых мы вкладываем свою душу. Друзья, вот такие истории со счастливым продолжением жизни есть у нас. Благодаря вашей помощи происходят спасения. У нас есть еще что вам показать, но это в следующем ролике. Работа по пристройству не останавливается ни на день, ни на час, в любое время года. А уж кому повезет обрести семью, это дело случая или вопрос судьбы. Самое главное – это помощь людей. Без помощи не было бы и счастливых спасений. Спасибо вам, друзья, всем. Спасибо. И хочу сказать, в настоящее время решается судьба еще нескольких, смогут ли они уехать или нет. Многое зависит от финансов. Если сможем оплатить дорогу двоих, то их возьмут на пристройство в Европу. Если нет, то в этом году уже не суждено будет уехать из-за изменившихся правил перевозки, что усложнит и без того тяжелое финансовое положение. Люди, помогите собрать деньги на дорогу. Пусть на 2 собачки будет больше счастливчиков.